В 1976 году юбиляр окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности врач-лечебник. Ординатуру прошла в Московском медицинском институте. В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию по внутренним болезням и стала первой представительницей тувинского народа, кто стал врачом с ученой степенью. В этом же году Людмила Солчаковна начала работать в Кызылском государственном педагогическом институте. С 2002 по 2004 год работала министром здравоохранения Республики Тыва, а после переехала в другой город, где прожила около 10 лет. Защитила кандидатскую диссертацию, это было в 1985 году, а потом уже пошли. Вот представьте себе, это было всего там 3 человека, а потом уже 5, а сегодня у нас 51 кандидатов медицинских наук по разным сферам здравоохранения. Это очень большой прорыв. Ну а потом уже еще 4 человека защитила, и сегодня у нас 5 докторов наук на сегодняшний день. То есть это уже большой задел, можно сказать так. Поэтому можно продолжать эту работу. Поэтому я считаю, что это очень важно. В этот период Людмила Солчаковна много времени отводила проведению научной и научно-технической экспертизы различных программ и проектов. Участвовала в качестве помощника депутата Госдумы Комитета здравоохранения в научных дискуссиях и в обсуждении стратегии развития и приоритетов государственной политики в области здравоохранения. В Туву по приглашению Людмила Солчаковна вернулась в 2007 году на должность директора Кызылского государственного медицинского училища. Так скажем, я переехала в Москву. И в Москве я работала тоже, и поэтому, в Москве я работала во Втором медицинском университете, да, как профессорская, у меня аттестат профессор, я, конечно, получала в Москве, Поэтому я работала в крупных ведущих клиниках. Потом при мне уже было открыто акционерное общество «Российские железные дороги», у них крупнейшая клиника. Я работала заместителем главного врача именно по организационно-методической работе. Как преподаватель кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Тувинского государственного университета, Людмила Эрденеева внесла неоценимый вклад в обучение студентов, отдавая научные знания и опыт, используя современные методики преподавания. Кроме этого, она возглавляет Общественный совет по защите прав пациента при территориальном органе Росздравнадзора по Республике Тыва. Людмила Солчаковна награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Я сюда пришла в прошлом году по приглашению как замдиректора по науке именно в сфере здравоохранения, то есть под НИИ, который работает в ведомственном учреждении нашего Министерства здравоохранения. Так, потому что все равно я думаю, что науку надо поднимать, науку надо развивать. В Туве Людмила Солчаковна известна как человек яркий, творческий, мыслящий конструктивно и нестандартно, имея широкую эрудицию. Она способна находить самые неожиданные решения в той или иной проблеме. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Белекоржак, телеканал Тува-24.